Дорогие братья и сестры, мы начинаем документальный цикл телевизионных экскурсий по православию. Все, что надо знать о церкви, и тем, кто ходит в храм, и тем, кто еще собирается в него пойти. И первый фильм нашего цикла – это «Введение во храм». Что такое храм и как он устроен? Что символизирует его облик и убранство и архитектура? Как правильно в него войти, куда поставить свечи? Обо всем этом и о многом другом в нашем сегодняшнем фильме. Каждый храм, какой бы он ни был, большой или маленький, древний или современный, это место особого присутствия Божьей благодати, место встречи человека с живым Богом. У ранней христианской общины не сразу появились свои культовые здания. Сам Христос совершил тайную вечерю в обычном жилом доме. Первые христиане нередко молились в катакомбах, обширных подземельях, служивших местами захоронений. Наиболее распространенной формой для раннехристианского храма была базилика – здание продолговатой прямоугольной формы с двускатной крышей. Христиане использовали форму базилики, потому что она соответствовала восприятию храма как корабля, Ноева ковчега, в котором верующие обретают спасение, двигаясь по волнам житейского моря. Некоторые базилики даже строились как баржа, по пропорциям ковчега, взятым из Библии. Эта традиция дошла и до нас. Если присмотреться, можно увидеть, что каждый храм похож на корабль. У него есть нос и корма, под куполом своды, которые называются парусами, а увенчивается храм крестом, напоминающим и мачту, и якорь. Если вы оказались рядом с храмом, компас вам не нужен. Алтарная апсида всегда будет указывать строго на восток. Это тоже древнейшая традиция, и она имеет сразу несколько значений. На востоке был насажден рай. Христос в Писании называется солнцем правды и востоком. Кроме того, как говорится в одном раннехристианском источнике, Господь распятый взирал на запад, таким образом мы поклоняемся, устремляя взоры к Нему. И, наконец, с востока Он явится в свое второе пришествие. Каждый храм призван напоминать верующим о грядущем Царстве Христа. Так строился в IV веке храм гроба Господня в Иерусалиме, а в VI – собор Святой Софии в Константинополе. По образу этих величественных храмов был воздвигнут и Успенский собор Московского Кремля. Внешние кубические формы этих соборов соответствуют описаниям Нового Иерусалима, взятым из Апокалипсиса. Город, который ангел показал Иоанну, расположен четырехугольником, и длина, широта и высота его равны. Во второй половине первого тысячелетия на смену базилике приходит новый тип храма – крестово-купольный. Он совмещает в себе и куб, и прямоугольник базилики, и представляет собой крест, увенчанный куполом, и символизирует человека с распростертыми крестообразно руками.
куполе всякого храма стоит крест, главный символ христианства. Крест является неотъемлемым элементом внешнего декора храма и его внутреннего убранства. И, входя в храм, верующие осеняют себя крестом. 3 пальца, сложенные вместе, символизируют нашу веру в Святую Троицу, а 2 пальца, прижатые к ладони, божественную и человеческую природы Христа. Когда мы крестимся, мы касаемся лба, груди, правого и левого плеча, а затем совершаем поклон, выражая наше смирение и преклонение перед Богом. Все православные храмы, в каком бы веке и в каком бы архитектурном стиле они ни были возведены, внутри устроены одинаково, по византийскому канону более чем тысячелетней давности, который, в свою очередь, восходит к образу, данному Богом Моисею на горе Синай. Это здание из 3 частей – алтаря, средней части, собственно, храма, и притвора. Притвор – это то помещение, куда мы попадаем, переступив порог храма. Его можно сравнить с прихожей. В древних церквях в притворе стояли те прихожане, которым не дозволялось участвовать в службе наравне со всеми христианами. Это были оглашенные, те, кто еще только готовился принять крещение, и кающиеся, те, кто совершил какой-то тяжкий грех и временно изгонялся из самого храма. Сегодня оглашенным и кающимся отдельного помещения не полагается. В притворе теперь чаще всего находится церковная лавка или свечной ящик. Здесь же, как правило, принимают записки о здравии и о упокоении. Еще при апостолах имена верующих записывали на диптихи – двойные таблички из бумаги или пергамента. На одной половинке имена живых, на другой – усопших. Диакон зачитывал их во время богослужения. Позднее появилась традиция записывать имена в семейные книжечки, помянники, и подавать их для прочтения на службе. Церковная записка – это такой современный разовый помянник. До начала литургии или накануне вечером записки отдают на свечной ящик. Потом их отнесут в алтарь, где священник прочитает все имена. В конце литургии священник молится: «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь кровью Твоею честною». В центральной части храма за богослужением молятся все прихожане. Во время службы происходит соединение Церкви земной и Церкви небесной. Вместе молятся и вместе совершают богослужение те люди, которые живут на земле, и те, которые пребывают в ином мире, усопшие, святые и ангелы. О присутствии святых и ангелов напоминают настенные росписи и иконы. Одну из икон видит сразу же всякий входящий в храм. Эта икона называется праздничной. На ней изображается то событие, которое в данный момент вспоминает церковь. Свеча – древнейший символ молитвы, пламенной веры. На Пасху в церкви поется гимн, написанный еще царем Давидом. В нем есть такие слова: «Как тает воск от лица огня, так да погибнут грешники от лица Божия, а праведники да возвеселятся». Первые христиане зажигали свечи во время чтения Евангелия. Позже вошло в обычай ставить их перед гробами мучеников, перед иконами Спасителя, Богородицы и святых. Свечи мы ставим перед иконами, но с молитвой обращаемся не к иконе, а к тому, кто изображен на ней, к Господу Иисусу Христу,
Пресвятой Богородице и святым. Отдельный столик, на котором у распятия горит много свечей, называется кануном. Здесь совершается поминовение усопших. Здесь прихожане молятся о своих близких, ушедших в мир иной, прося Бога о прощении их грехов, вольных и невольных, и даровании им Царствия Небесного. Раньше свечи и масляные лампады использовались и для освещения храма. Сегодня на смену пришло электричество, но символика осталась неизменной. Главный светильник храма, который называется паникадилом, изображает сияние звезд на небосводе. Ведь храм — это космос, Вселенная, сотворенный мир. Мир материи, для которого в этом духовном пространстве открывается вход в бесконечность. Круг, купол — это символ неба, а квадрат — символ земли. Купол покоится на 4 парусах, которые нередко подпираются колоннами. В парусах изображаются авторы 4 Евангелий — апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. На их Евангелиях, как на столпах, покоится вера Церкви во Христа, распятого и воскресшего. Как человек создан по образу и подобию Бога, так и храм создается по образу и подобию человека. Не случайно древние зодчие при строительстве использовали не привычные для нас абстрактные метры и сантиметры, а конкретные меры длины, основанные на размерах частей тела мужчины среднего роста. Основная единица измерения Библии — локоть. Длина руки от локтя до кончика среднего пальца. В локтях указаны размеры Иноева ковчега и храма царя Соломона. Другие меры — палец, ладонь, шаг, сажень. Иной раз мастер измерял собственное тело, а затем проецировал его пропорции на создаваемый храм. Тогда он говорил: в длину 12 моих саженей, в ширину 7 и так далее. Человеческое тело создано гармонично и соразмерно. Архитекторы брали за образец соотношение частей тела между собой и затем добивались цельности, гармоничности сооружений. Все это очень подробно было расписано великим зодчим древности Витрувием, позже зарисовано Леонардо, а эпиграф к этому образу дал Гавриил Державин в оде «Бог». «Я — связь миров повсюду сущих». Вседержителю Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей молимся. Кажется, всем известно, что в православном храме службу надо выстоять. Никаких сидений нет, разве что пара скамеек для немощных прихожан и лиц почтенного возраста. На самом деле древние богослужебные уставы в определенные моменты не только позволяют, но даже и предписывают сидеть. К примеру, сидя раньше слушали псалмы, чтение из Ветхого Завета, из Апостола, а также песнопения, которые так и называются седальны, потому что их слушают сидя. Стоять считалось обязательным лишь в самые важные моменты службы: при чтении Евангелия, во время евхаристического канона,
До сих пор на литургии звучат возгласы, которыми раньше диакон в буквальном смысле призывал молящихся встать. Станемо добре, станемо со страхом Афонами. Обычай садиться во время чтений и вставать в наиболее важные моменты службы сохраняется в православных храмах Румынии, Греции, Болгарии и в некоторых русских монастырях, где вдоль стен стоят стасидии – деревянные кресла с откидными сиденьями и высокими подлокотниками. В них можно и удобно стоять, и сидеть. Как говорил один из святых XIX века, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Когда служба начинается, все взгляды прихожан обращаются к востоку. Здесь расположен иконостас, а за ним алтарь, самое святое место в храме, место особого присутствия Божия. В храме царя Соломона оно называлось «Святое святых». Само слово «алтарь» происходит от латинского «высокий». Он всегда на 1-2 ступени выше средней части храма. Сначала алтарь отделялся от остальной части храма низкими решетками или колоннами. Начиная с V века на преграде стали размещать иконы. Так постепенно появился иконостас. Двери в центре иконостаса в русских храмах называются царскими вратами. Такое наименование, возможно, связано с тем, что через них совершается Великий Вход, символ крестного пути Спасителя, царя царствующих. По другой версии, царскими врата стали называть из-за того, что через них русские государи входили в алтарь при коронации. За царскими вратами находится завеса, которая задергивается во внебогослужебное время и в некоторые моменты богослужения. Она напоминает о завесе древнего Иерусалимского храма, за которую мог входить первосвященник лишь 1 раз в год, в день очищения. И сегодня алтарь остается закрытым помещением, доступ в которое разрешен только тем, кто участвует в богослужении, священнослужителям и прислужникам. В центре алтаря стоит престол кубической формы. Он и находящиеся на нем предметы, вместе со стоящим перед ним священнослужителем, напоминают одно из видений Апокалипсиса. «И увидел я 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям, опоясанного золотым поясом». Сегодня епископ, когда он стоит у престола в облачении, служит для верующих образом Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. В древней церкви престол всегда был каменный. Это напоминало о том важном событии в жизни церкви, когда апостолы впервые осознали, что их учитель – Сын живого Бога, и святой Петр от лица всех сказал об этом Христу. А Господь ответил ему: «Ты, Петр», дословно камень по-гречески, «и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На камне человеческой веры стоит Церковь Христова. В середине, под верхней доской престола, находится особый столбец, куда при освящении храма архиерей вкладывает частицу мощей святого. Эта традиция восходит к раннехристианскому обычаю совершать литургию на гробах мучеников. В продолжении того же обычая частица мощей святого вшивается в антиминс, прямоугольный плат, который лежит на престоле
и на котором изображается положение Христа во гроб. Буквально антиминс означает «вместо престола». Первоначально так назывался переносной столик для совершения литургии вне храма. В Византии его использовали, например, для проведения богослужений в церквях, оскверненных еретиками. Но с XIII века и до сих пор антиминс полагают и на освященный престол. Главным видимым отличием русских храмов от их предшественников, храмов византийских, стала форма купола. У нас купол-полусфера превратился в луковку. Откуда она взялась, точно неизвестно. Некоторые полагают, что золотая горящая на солнце капля напоминает о языках пламени, в котором Святой Дух сошел на апостолов в день Пятидесятницы, или о благодатном огне, сходящем в Иерусалиме на гроб Господень. Несомненно, четырехконечный крест является универсальным христианским символом. Но на Руси появилась особая традиция ставить на купола кресты восьмиконечные, с двумя дополнительными перекладинами. Нижняя изображает подставку для ног, верхняя напоминает о табличке с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Внизу креста иногда помещается полумесяц, что зачастую неверно понимают как символ превосходства христианства над исламом. На самом деле полумесяц не является только мусульманским символом. Он употреблялся и в Византии в качестве символа царской власти. Крест с полумесяцем – ничто иное, как якорь, символ спасения для всех находящихся в корабле Церкви Христовой. И все же крест – это прежде всего символ самого Христа, Бога, ставшего человеком, распятого, умершего и воскресшего. Страшное орудие позорной казни во времена Римской империи, после воскресения Христова крест стал знаменем победы над грехом и смертью. Крест – это икона Бога, только икона особого рода, символическая. Но о том, что такое икона, зачем она нужна и почему мы перед ней молимся, в нашем следующем фильме.